Здравствуйте, с вами опять журналист Олег Жилмин. И сегодня прекрасный день, да, у крестьянского хозяйства М не только хороший урожай, ярмарка, и оказывается есть великолепные друзья. С нами сегодня автопробег, правильно я говорю, да? Который начинается с Ташкента, уже прошел Магадан, да? И будете в Мурманске. Я попрошу, представляю Василия. Василий нам сейчас расскажет, кто с нами стоит и о чем этот автопробег. Мы представляем очень небольшую группу автопробежцев, которые участвуют в автопробеге 2002 года. Ташкент, Магадан, Мурманск. Ташкент. Он посвящен 85-летию проживания корейцев в Узбекистане. Вот. И проходит под эгидой ОКБК. Это общественное объединение корейских бизнес-клубов. Вот. Такой есть, да? Да, есть такое сообщество корейских бизнесменов. Это в 7 странах. Это Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Россия и Республика Корея. Вот. В этих рамках мы участвуем и проводим это мероприятие. Вот. И сегодня вот с нами кто вот рядом вот стоят ребята. Это вот я читаю. Ан Никита, да? Ан Никита Владимирович. Он был президентом ОКБК, пятым президентом ОКБК 2021 года. КБК это вот это общественное объединение это корейских бизнес-клубов. А это со мной Ким Игорь. Он представляет узбекский клуб «Кореин» и является одним из организаторов этого автопробега. Его компания, которую он руководит, является спонсором этого мероприятия. И вот сегодня вы уже прошли, я о дорогах говорить не буду, да, но мне интересно другое. Почему, с ваших слов, этот автопробег, это автопробег дружбы, и каким образом вы попали в Якутию, так скажем? Потому что как бы по дорогам не получается попасть в Якутию же, да? Ну, в общем-то, действительно, мы взаимодействуем с очень большим количеством разных людей, и в частности я познакомился с музыкантом, дирижером из Южной Кореи, Нотычолем, вот, который здесь работал и был дирижером якутского театра оперы балета. И поэтому он очень мне рекомендовал, у него здесь много друзей, и он пригласил меня в Якутию. Поэтому вот возник этот проект, что я понял, что здесь большая диаспора живет корейцев, которые гостеприимно и радостно встречают, и что в этом году будет столетие республики. Это большая грандиозная дата для республики, и он рекомендовал, говорит, нужно обязательно посетить вот именно в этот период Якутию. Поэтому мы сюда приехали, и с другой стороны, вот мне всегда хотелось и мечталось, как бы вот Магадан это самая крайняя сухопутная, материковая, доступная автомобильная, шоссейная дороги город. Поэтому здесь всего вроде бы небольшое расстояние, 2000 километров, и поэтому наш путь до конца пролегал до Магадана. И в соответствии с этим, например, Мурманск возник, потому что это самая крайняя материковая сухопутная точка, северо-западная точка России. Вот соединить этот маршрут, вот так он вот таким образом логично соединился, вот этот самый протяженный маршрут Мурманск-Магадан. Вот так он возник, и мы хотели вот как бы с помощью наших друзей из России реализовать проехать по этому маршруту, посетить Россию. Вот, поэтому мы двинулись из Ташкента, из Узбекистана. Ну это получается не только такой проект дружбы, но и, я так понимаю, еще проект бизнеса и дружбы, наверное. Как бы бизнес-дружба, я не знаю, как это правильно сказать, да? Вы правильно, совершенно правильно. В изначальных планах, конечно, вот не было. Вот вы видите автомобиль. Ага. Это почему? Потому что вот когда мы объявили, что мы едем в Магадан, например, нашлись желающие, которые поддержали, присоединились к нашему автопробегу, к нам, это узбекистанцам, вот, в частности, там, с Новосибирска, вот Никита, он это с Уссурийска. Даже так, да? Да, дальневосточный, это бизнес-клуб Вандон представляет. Вот. И это присоединились,
Алексей Кагай из Иркутска. Вот, и он вот на этой машине своей Nissan Patrol, это сами с нами до Магадана поехал и присоединился. Вот, поэтому это вот как бы мероприятие достаточно узкое, как бы, и частное, ну, такое вот как бы. А с точки проекта бизнеса вы же не договариваете, где машина, которая делается в Узбекистане, где она, нету здесь, да? Сейчас, в данный момент нет, ее нет, сейчас нет, нету, она она стоит в автосервисе, на нам ремонте. нужно обслужить это в силу того, что это, дороги здесь протяженные и это непростые, а сейчас наши машины находятся в автосервисе, завтра нам нужно выезжать уже и ехать дальше уже, мы в Тынду собираемся, вот, и дальше ехать вот, в Иркутск, Новосибирск, это в Мурманск. Вот, поэтому нам нужно делать машины, поэтому вы здесь не видите, только одну видите, которая более-менее это сейчас не нужно ремонтировать. И тогда получается, я хотел бы Никите, наверное, задать вопрос, да, а может, это непростой такой вопрос, наверное, с моей точки зрения. Вы вроде в Приморье с машинах разбираетесь, и здесь это правда, что вот там, да, вот у Василия производит действительно в Узбекистане хорошие машины? Ну, я могу так сказать, это не первый автопробег. Василий Леонидович предоставляет нам автомобили. У нас был в этом году в январе месяце в Узбекистане пробег на Аральское море, потому что она скоро, возможно, исчезнет. И мы, естественно, воспользовались автопромом, именно который производит Узбекистан. Ну, Chevrolet и Isuzu. Ну, я могу сказать, что эти машины очень хорошие. У нас не было никаких проблем с ними. Может быть, это из-за того, что они новые. Но, как бы, могу сказать, что качество нормальное. Василий, это говорит о том, что России, наверное, не стоит страдать об автопроме, который там закрыли по санкциям туда-сюда, нет, да? Узбекистан всегда готов помочь, нет, да? С одной стороны. И получается, одна из бизнес вашего проекта проверить качество машины на российских дорогах увенчался успехом, нет? В том числе, да, в том числе, эта цель тоже преследовалась, проверить, вот, насколько машины приспособлены к тяжелым условиям эксплуатации. И вот на сегодня, да, мы находимся в крестьянском хозяйстве Григория М. и династии М, да, и как-то интересно встретились, просто интересно, действительно ли, что пробег это не просто такое, так скажем, бизнес-проект, там, а еще как бы корейцы находят в разных странах мира, и особенно России, да, друг друга. И при этом узы, насколько я понял, они действительно не теряются. Просто времени у корейцев, они все время работают, просто нет, да? И здесь вы приезжаете, и как вообще воспринимаете, которые находятся в разных, по пути вашего маршрута, так скажем, одного из примеров. Ну вот действительно, вот с точки зрения бизнеса мы вряд ли бы наши пути соприкоснулись, потому что мы представляем совершенно иные сферы бизнеса. Но тем не менее, вот как мы по национальности являемся корейской, у нас нашлись точки соприкосновения. В частности, это развитие вот, диаспоры, там, налаживание взаимоотношений, это организация вот этих взаимоотношений. Вот. Поэтому вот, мы с очень большим, вот, кстати, это представитель Южной Кореи. Лена, здравствуйте. Даже приятно еще раз увидеть. Поэтому вы видите, как это все это взаимодействие в деле происходит. Вот. Мы знали и наслышаны, как в принципе были, что здесь есть успешные предприниматели. Вот. Поэтому надеялись, что установить контакты, наладить связи, взаимодействие, и планируем дальше встречаться и взаимодействовать. Никита, а вы вот как с точки зрения бизнеса, да, даже уссурийска, да, я думаю, вы здесь не первый раз в Якутии, нет? Нет, раньше у меня лет 10 назад был здесь свой бизнес. Я работал в Якутии. Якутия — это для меня не новое место, куда я возвращаюсь. Это хорошее забытое, да, или не то, что забытое. Это куда приятно всегда приезжать. Сейчас наша миссия — это в Якутске консолидация и взаимоотношения с корейской диаспорой, предпринимателями. Мы хотим
ну, чтобы предпринимателями корейцы, они чтобы общались. У нас это уже где-то сообщество существует 6 лет, и мы очень плодотворно развиваемся. Поэтому в дальнейшем это превращается в дружбу, или кто-то между собой начинает работать. Совершать какие-то сделки и работать. То есть автопробег, да, это один из, как вы говорили, да, есть такое понятие его монетизировать, а у вас получилось не монетизировать, а его превратить в иную такую более качественную, ну, может быть, не услуга сказать, а... У нас вообще вот у нас называется автопробег, как бы есть одно ключевое слово — зов предков. Если мы сегодня или в прошлый раз узнали, что корейцы сюда попали 20-30-х годов и поднимали здесь сельское хозяйство, золотодобычу, мы никогда об этом не знали. Сейчас мы узнаем, и есть очень много людей, которые, так сказать, являются носителями корейских фамилий, но они являются якутами. Но зов крови все равно зовет. Поэтому мы хотим, чтобы если в жилах течет хоть капля крови корейской, и они чувствуют себя корейцами, мы хотим, чтобы объединиться. Поэтому благие намерения у нас есть. Ну, тем не менее, автопробег же способствует не только объединению. Наверное, на многих это просто как луч какого-то интереса к своей жизни и прошлой жизни. Правильно получается? Когда вы встречаетесь, да? Конечно. Я так смотрю, вы на друг друга долго смотрите перед тем, как это поздоровались. Посмотрите, а вот он из Башкортостана, а я из Якутии, а я там с этого. Есть немного, нет? Интересно. Дело в том, что, видите, мы же все этнические корейцы, мы большинство выходцы из Средней Азии. Раньше наши предки переходили границу на Дальний Восток, а потом была депортация. Корни у нас у всех одни. Просто мы сейчас восстанавливаем, чтобы усилить свою корейскую диаспору, чтобы наши дети с гордостью могли говорить, что они корейцы. Поэтому, конечно, я так называю. Как малая родина, это у меня Узбекистан. Историческая родина, это у меня Корея. Родина настоящая, это у меня Россия. Поэтому сплетение вот этих стран очень тяжелое. Поэтому мы присутствуем и в Средней Азии, и в России, и в Корее. Сейчас Корея открыла двери для этнических корейцев, и у нас 100 тысяч корейцев уехало. И они сейчас, многие остаются в Корее, проживают. Южная Корея открыла очень хорошо двери для этнических корейцев. Ну, Василий же тоже не просто так поехал, он мне рассказал о том, что Советский Союз все-таки какие-то вещи оставил для вас, да? То есть вы, это не пробег как бы этого, может пробег памяти или наоборот? Да. В какой-то мере это, конечно, потому что даже брать, если мою биографию, большую часть своей жизни, 15 лет, я получил образование, учился в России, закончил несколько учебных заведений. Вот. Поэтому у меня очень много друзей, они разбросаны по всей России. Вот. И мне хотелось как бы и встретиться с ними, и пообщаться с ними, навестить их и продемонстрировать тоже как бы и о себе, и о своих успехах. Ну, для вас это, наверное, автопробег счастья. Ну, тех минут, которые были счастливы тогда, Конечно, да, нет? это воспоминания молодости. Это вот как бы вот с этими чувствами я еду по России. А честно скажите, вот уже прошло практически половина пути, получается, нет? Еще не половина. Ну, мы близки к этому. Какие трудности были или не было вообще их? Трудности, конечно, есть. И даже в любом, это, так сказать, за городом даже это путешествия, они встречаются. И у нас, конечно, они были. У нас и ДТП было, у нас и технического свойства были проблемы, что мы машины ремонтировали. У нас происходила смена коллектива, потому что, вот, например, одна часть, вот после на Байкале, в Иркутске, 21 день с нами побыла, а потом какая-то часть команды сменилась. Сейчас вот это вторая часть команды до Магадана путь держит, это тоже занимает порядка 25 дней.
это занимает время, туда и обратно путь. Вот. И мы сейчас движемся в Новосибирск, это место сбора и расставания вот этой команды и встреча с новыми людьми, участниками команды, которые будут ехать до Мурманска и возвращаться в Ташкент. И вот это как раз вот здесь вот напишу КБК. Это одна из форм сотрудничества, я так скажу. Да. Потому что я когда услышал, да, оказывается, у вас экипажи меняются только благодаря ОКБК, нет? Да. И это может быть те люди, которые состоят в этом сотрудничестве, да? Не обязательно. Любое это мы принимаем и открыты для любых. Это сейчас, конечно, в первую очередь участвуют наши друзья, знакомые, так сказать, партнеры, понимаете? Но при этом, например, совершенно случайно узнали об этом мероприятии люди из Беларуси, например, он тоже присоединяется к нам. Он изъявил желание, его заинтересовал этот маршрут. Поэтому мы открыты. Мы не скованы узкими чисто диаспоральными какими-то. Мы со всеми. Никита, вот я так понял, вы тоже во всех участвовали, да? Можете ответить? У нас с Василием это уже пятый автопробег, поэтому уже запланировано на следующий. У нас будет Кавказ. Это Чечня, Дагестан. Мы этим живем. Это часть нашей жизни. Или это мечта, которая сбывается, нет? И мечта, да. Я хотел очень сильно увидеть Аральское море. И я его увидел. С помощью Василия Леонидовича, который мою мечту воплотил. Поэтому это для нас хобби. Хорошее хобби. И сплочение корейской диаспоры входит в это хобби. Мы постоянно встречаемся, в Тынде встречаемся, в Иркутске, Кемерово, везде. Мы встречаемся с корейской диаспорой. И все хорошо откликаются и идут навстречу. Люди изменились. Вот в Магадане были, да, к примеру. Люди все одинаковые. В смысле, может, влияют ли все эти политические всякие реакции на людей России или Советского Союза? Как правильно сказать, я не знаю, но тем не менее. Я могу так сказать. Везде, где мы не бывали, люди добрые. Это чувствуется, нету злости. И когда ты обращаешься к человеку, нету, знаете, отвернулся, ушел, не ответил. Все адекватно реагируют, помогают. Некоторые проезжают, сигналят. Земляки, у них две машины на узбекских номерах. Узбеки прямо когда видят машину с узбекскими номерами, для них это гордость, она в Якутии, Магадане. А когда достают флаг узбекский, они прям подходят и фотографируются. Это очень приятно. А вы как считаете? Я тоже, мне это мероприятие позволяет по-новому взглянуть и увидеть такие достижения, которые я даже раньше не мог представить себе. Вот в частности, мы сейчас направляемся в Тынду, и в Тынде самая крутая и самая популярная это заведение общепита, это китайская кухня, и паназиатская кухня. Это владелицей и директором и собственником является Людмила, наша соотечественница, кореянка по национальности. И мне даже это восхищает и поражает, как она в таком небольшом городке, достаточно отдаленном от таких агломераций крупных, например, она смогла создать успешный такой бизнес в сервисе общепита. Понимаете? Мне поверьте, мы приехали очень глубокой ночью, там где-то было за 10 часов вечера, и это заведение было полно людей. Просто представьте, это в таком отдаленном районе, это точка общепита, и она заполнена людьми, там бурлит жизнь, работа кипит. Рано утром, например, мы туда приехали на завтрак, например, там уже все работает. Понимаете? И это очень сильно восхищает. И я горжусь, что среди нас все равно есть такие соотечественники и молодые, которые так успешно ведут бизнес. И теперь меня интересует, значит, вы дальше пойдете на Мурманск через что? И что вы можете пожелать нашим зрителям и своим соотечественникам, не знаю даже, своим друзьям, всем?
Ну, сейчас наша конечная точка это Новосибирск, это место это сбора и это окончание вот этого этапа, магаданского этапа. И дальше мы собираемся ехать в Мурманск. Он будет проходить через центральную часть, вот Казань, и это мы захватим часть Золотого кольца, Вологда, Ярославль, Владимир, и уже оттуда выйдем на Карелию и на Мурманск, и потом обратно будем возвращаться через Онежско-Ладожское озеро, вот через Петербург, вот, ту часть, и заедем в Москву, и уже дальше в Ташкент. Пожелать своим, может быть, кто-то еще присоединится, Я такое могу возможно. так сказать. Мне понравились слова одного из нашего члена пробега. Он говорит: я никогда не думал, что в маленьких селах и городах кипит жизнь. Я-то думал, что это кипит в больших городах только. И он говорит, моя жизнь немножко перевернулась. Я увидел красоты, я увидел, что люди живут и живут счастливо. Потому что у меня родственники живут в Нижних Бестях. И получилось так, что мы у них останавливались. И он когда увидел, он говорит, я увидел, что здесь, в маленькой деревушке Якутске, люди счастливо живут. Иногда деньги это не играет большую роль. А Якутия, что могу сказать? Да, до скорой встречи, Якутия. Это мы еще не порыбачили. Мы вернемся. Все, мы должны поймать большую рыбу. Нам хороший и вместе.